Кровь мучеников – семя церкви, говорит Тертуллиан, один из раннехристианских писателей и защитников веры. Мученичество, согласно Тертуллиану, это не только смерть за веру, но и живое свидетельство того, о чем проповедуют христиане, вдохновение для других, кто, увидев верность мучеников Христу, сам становится верующим. Сегодня церковь вспоминает память святой мученицы Еликониды Солунской. В те времена, когда в Римской империи яростно гнали учеников Христовых, на земле Македонской в городе Фессалоники жила дева Еликонида, чистая душой и исполненная любви к Богу. Сердце ее горело верой, и ничто земное не могло затмить свет небесный, которым она жила. Когда гонения усилились, она покинула родной город и пришла в языческий Коринф. Здесь, среди мраморных храмов, посвященных ложным богам, она дерзновенно проповедовала единого, истинного Творца, призывая оставить идолов бездушных, каменных и глухих. Народ дивился ее смелости, но власти вскоре схватили ее и повели к правителю. Тот, желая склонить ее к отречению от Христа, сперва говорил с ней ласково, потом прибег к угрозам, но святая стояла тверже камня. Тогда начались истязания. Ее тело терзали, но дух ее не дрогнул. Брошенная в раскаленную печь, она вышла оттуда невредимой. Ангел Господень остудил пламя, как бы напоминая, что пламя веры сильнее любого огня. Обескураженный судья предложил Еликониде почести и сан жрицы, если только она поклонится идолам. Святая вдруг будто согласилась. Обрадованные жрецы устроили торжественное шествие в языческое капище. Но, оставшись одна среди истуканов, она в порыве праведного гнева повергла и разбила их все до последнего. Когда жрецы, не дождавшись, вошли в храм, то увидели разгром, и ярость их была беспредельна. Ее снова мучили, избивали, затем бросили в темницу, где она провела 5 дней. Но и там ее не оставил небесный жених. Христос сам явился ей, сопровождаемый архангелами Михаилом и Гавриилом, исцелил ее и укрепил на дальнейший подвиг. После суда ее повели на арену, где выпустили 2 львов, изможденных голодом. Но, увидев святую, звери склонились пред нею, как пред царицей, и лизали ее руки, не коснувшись ни единого волоса. Толпа ревела от ярости, чародейка, волшебница, но в этих криках звучал страх перед ее святостью. Изнемогший в своей злобе правитель повелел отсечь ей голову. С радостью приняла святая свой венец. Перед смертью она вознесла последнюю молитву и услышала голос с неба, зовущий ее в обители света. Христиане с благоговением предали ее тело земле, как сажают в землю зерно, зная, что из этой крови вырастет древо новой жизни, веры и бессмертия.